Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем, как на узкой дороге Дублёре, улицы Залесная, под колесами «Лады» погиб пешеход. Садится за руль. Сейчас 4 детей оставили. И почему родственники водителя считают, что смерть человека и наезд на него никак не связаны. Несколько нарушений в одно мгновение. Она особенно признала? Нет, она говорит, что под прямым углом поворачивала направо. Что привело к крупной аварии на проспекте Ямашева. И расскажем, почему здоровый 17-летний парень упал замертво, сделав несколько шагов. С ним разговариваем, в один момент он встал, шел у входа и упал. Это и не только прямо сейчас. 37-летний мужчина погиб под колесами «Лады» 14 модели, переходя дорогу Дублер вдоль улицы Залесная. Шел он по всем правилам, по пешеходному переходу. По словам очевидцев, тормозной путь легковушки был большим. За рулем 18-летний молодой человек. Права получил 2 месяца назад. Его родственники уверены, скончался пешеход совсем не в результате наезда. Динара Камалова узнала, почему они так решили. Мать погибшего до последнего не могла поверить в случившееся и даже повторно вызывала скорую помощь. Сдержать эмоции было невозможно. Ее 37-летний сын, как обычно, возвращался с работы домой. Собирался зайти за женой, она работала в магазине всего в нескольких метрах от места трагедии. Для этого ему нужно было всего лишь перейти дорогу, но сделать этого он так и не успел. Вот здесь вот он его высадил. Он стал переходить дорогу, вот по пешеходному переходу. И его вот этот сбил. За рулем «Лады» находился 18-летний парень, автомобиль ему подарила сестра. Всего 2 месяца назад он получил водительские права. Учится в институте, в свободное время подрабатывает в службе доставки еды. В момент трагедии он как раз развозил заказы. Я тут ничего не смогу сделать, я по тормозам, а дорога скользкая. И все. Со слов сестры водителя легковушки избежать трагедии было невозможно, хоть молодой человек и пытался тормозить. Однако причина смерти мужчины, по ее мнению, заключалась совсем в другом. Ну, скорые сказали, умер, не от удара. Удар, говорит, не такой силы был. Ну, то ли астмой болел, то ли чем. Я не медик, не знаю, не сказали, какое-то заболевание. От этого, говорит, не от удара. Родственники погибшего с такой версией были категорически не согласны и твердо заявили, мужчина был здоров и никаких заболеваний не имел. Отмазываются они, что они сейчас делают? Ему сейчас лишение свободы 5 лет светит. Вот он сейчас и отмазывается любыми способами. У погибшего осталась жена и 4 детей, самой младшей дочери 9 лет. Как жить дальше, родственники мужчины не представляют. Какое наказание понесет водитель «Лады», теперь будет решать суд. Динара Камалова, Алла Рыкова, Азат Самигуллин. Вызов 112. BMW X5 и Toyota Camry столкнулись рано утром на улице Аделя Кутуя. По рассказам знакомого водителя японской иномарки, оба автомобиля двигались в попутном направлении. Пока автоледи за рулем BMW не начала разворот с крайней правой полосы. Удар пришелся в левую заднюю часть внедорожника, досталось и Тойоте. Седан повредил всю переднюю часть. После столкновения автомобиль вылетел на зебру, но пешехода в этот момент там не было. От серьезных травм водителя уберегли сработавшие подушки безопасности. Несколько нарушений в одно мгновение. Nissan Juke и Mercedes столкнулись этим утром на пересечении улиц Короленко и проспекта Ямашева. Удар пришелся в левый бок японской иномарки. Несмотря на сильное столкновение, никто из участников аварии не пострадал. Спасли подушки безопасности. С места происшествия репортаж Айрата Назипова. Я своим не хочу, Рассказать, как все было, водитель Ниссана не пожелала. За нее это сделал хозяин немецкой иномарки. Мужчина отметил, что ехал по проспекту Ямашева на скорости 60 км в час на разрешающий сигнал светофора. Вскоре на перекресток неожиданно для всех выехал Nissan Juke. У меня еще зеленый горел, то есть вообще у нее красный был. Она поехала просто прямо на перерез и все, несмотря никуда. Туда налево, да? Поворачиваем. Прямо она поехала. То есть здесь только направо можно, она поехала туда прямо. Проезд в прямом направлении с улицы Короленко здесь запрещен. Об этом свидетельствуют как дорожные знаки, так и светофор. Она особенно признала? Нет, она говорит, что под прямым углом поворачивала направо. Ну, она не считает себя неправой, и меня не считает неправым. Доказывать свою правоту водитель Мерседеса намерен с помощью очевидцев. Кроме того, перекресток оборудован видеокамерами, а значит, определить виновника не составит труда. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112.
Выехала раньше времени и стала причиной аварии. Ford Focus и BMW столкнулись на пересечении улиц Декабристов и Лушникова. По предварительной версии, столкновение произошло по вине автоледи, находившейся за рулем Форда. Девушка повернула налево, не пропустив встречный поток автомобилей. Что из этого вышло, расскажет Лина Зинатуллина. Мы ехали прямо в ту сторону. Девушка поворачивала налево. В том, как все произошло, сошлись все участники аварии. Водитель БМВ ехал со скоростью 40 км в час по улице Декабристов. Встречные автомобили перед поворотом на улицу Лушникова стояли, пропуская поток. Но не все. Дорогу иномарки перегородила девушка за рулем Форда. Нас не пропустила. Перед ней одна машина проскочила, мы в нее попали. Форд был в очереди на поворот вторым. Первый автомобиль успел закончить маневр, а девушке на иномарке для этого не хватило времени. Впрочем, свою вину она не отрицала. Вы не заметили, что ли, машину? Да, передо мной другая машина была. Получается, повернули и не заметили. Я, получается, да, уже практически повернула и вылетела. Моя вина. В результате удара немецкая иномарка получила незначительные повреждения передней части. Досталось и Форду. После столкновения автомобиль развернуло почти на 180 градусов. Серьезных травм никто из участников аварии не получил. Лина Зинатуллина, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Шел, упал и умер. В Нижнекамске при странных обстоятельствах скончался 17-летний подросток. Все случилось на глазах его друзей. Они как могли пытались вернуть его к жизни, но сделать этого у них не получилось. Вызвать скорую помощь боялись. Почему, узнала Альбина Минибаева. Собрались, пошли гулять. Гуляли, ничего не предвещало беды. Потом в один момент он говорит, что вот типа хочу домой пока. Ну, на квартиру. Мы обычно там собирались у друга, просто сидели. Вот он говорит, пойду погреюсь, то что холодно на улице, просто отдохнуть хочу, устал. Приходим часов в 7, он сидит, сидим, разговариваем. В один момент он встал, шел у входа и упал. Мы сразу подбежали. Вспоминать трагедию без слез у него нет сил. На руках у этого подростка умер его лучший друг, с которым они учились с 1 класса. Друзья боролись за жизнь своего товарища, но все оказалось тщетно. Сразу вспомнили уроки ОБЖ, слушаем, ритм сердца слабый. Начинаем, я как друг сразу к нему подошел, руки скрестил на сердце, начал ему делать массаж сердца. 15 ударов по 3 подхода. После каждого подхода зажимаешь нос. Делал искусственное дыхание. В итоге не проснулся. В скорую звонить боялись. Все это время мы рядом с ним были. Жизнерадостный, добрый, общительный, душа компании. Мечтал стать военным, рассказывают его друзья. По их словам, в квартире у друга мальчик находился один примерно 2 часа. Что привело к смерти, выясняют следователи. Был обнаружен труп 17-летнего юноши, нижнекамца, без видимых телесных повреждений, то есть без видимых признаков относительной смерти. Однако здесь, рядом были обнаружены банки из-под бытового газа. Данная квартира, в этой квартире периодически, они собирались и проводили время. Его товарищ также подтвердил, что они употребляли газ в целях получению удовольствия. Причина смерти предварительно, отравление неизвестным веществом. Точная причина смерти станет ясна примерно через месяц, когда готовы будут результаты экспертизы. Анализы взяли и у друзей скончавшегося подростка. Альбина Минибаева, Асу Арсланова, Максим Липин. Вызов 112. В Кировском суде Казани стартовал процесс по делу 68-летнего адвоката. Его обвиняют по статьям покушения на мошенничество в крупном размере и мошенничество в крупном размере. По версии правоохранителей, в конце мая 2016 года адвокат, находясь в Казани, предложил родителям своего подзащитного помощь в решении вопроса об условно-досрочном освобождении их сына для дальнейшей передачи сотрудникам судебных органов в качестве взятки. Цена вопроса 350 тысяч рублей. Получив деньги, он их присвоил их себе, а суд отказал в его прошении об условно-досрочном освобождения. Еще один эпизод произошел в июне этого года. Мужчина убедил супруга своей подзащитной заплатить 200 тысяч рублей, чтобы он смог добиться для нее наказания, не связанного с лишением свободы. Деньги он хотел присвоить себе, но помешали оперативники. Адвокат был задержан при передаче банкнот. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать снятое вами видео. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.